Здравствуйте! Прямо сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии. Айсан Николаев расскажет об эпидемиологической обстановке в регионе на 18 июня. Айсан Сергеевич, здравствуйте. Текущая эпидемиологическая ситуация в Якутии. Добрый день. Ситуация у нас остается тяжелой. На сегодняшний день здесь всего зарегистрировано 3389 случаев новой коронавирусной инфекции с начала эпидемии. Из них за последние сутки 99 случаев. Это самое большое количество заболевших за июнь месяц. В течение суток. Из них 74 город Якутск, по 5 случаев в Нерюнгри и в Намском районе, по 4 случая в Мегано-Кангаласском, Мирнинском, 3 случая в Алданском и есть в нескольких районах единичные случаи. Это говорит о том, что все-таки у нас по городу Якутску, к сожалению, за последние дни опять есть определенный рост заболеваемости, так и практически по количеству заболевших Якутск вернулся где-то на 2 недели назад. Ну а по республике у нас по районам есть серьезное увеличение по ряду районов, которые необходимо сейчас локализовывать и делать чтобы болезнь дальше по районам не распространялась. К сожалению, хочу сказать, что, судя по всему, у нас у многих людей просто немножко притупилась ответственность. Все решили, что режим самоограничения можно ношением маски на этом ограничить. При этом даже по городу Якутска видно, что маски носят далеко не все. И на сегодняшний день меры санитарно-эпидемиологического характера, даже тоже практически элементарное мытье рук постоянно и так далее, многие забыли. Так? Ну и, конечно же, ответственность руководителей за то, чтобы на рабочие места люди не допускали с признаками ОРВИ, с высокой температурой, тоже, к сожалению, в ряде учреждений, предприятий не соблюдается, и в результате этого мы видим и наличие таких внутрикорпоративных заражений, причем достаточно больших, от которых болезнь дальше заносится уже в семьи, и со всеми вытекающими уже последствиями. Поэтому здесь и руководителям учреждений и предприятий надо все-таки все меры соблюдать так по замеру температуры, по недопущению таких работников с ОРВИ на рабочие места, но и населению в целом надо тоже подтягиваться. Не надо думать, что только ограничительные меры по ношению масок способны дать быстрый, эффективный и положительный результат. У нас на сегодняшний день 26 человек находятся в тяжелой ситуации, и 5 находятся из них на аппаратах ИВЛ. Врачи борются за их жизни. Мы надеемся на лучшее. За последние сутки 108 человек у нас полностью выздоровело. Радует то, что все-таки у нас количество выздоровевших полностью стабильно уже последние дни превышает количество заболевших. Мы все-таки надеемся, что к концу недели мы начнем снижение заболеваемости как по городу Якутску, так и по районам. Но для этого, еще раз говорю, каждому из нас надо все-таки свою личную ответственность серьезно повысить. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией об эпидемиологической обстановке в регионе на 18 июня. Далее выпуск новостей. 11 новых очагов. Особый противопожарный режим действует в Якутии. Авиация, пожарные и техника в режиме повышенной готовности. Неарктические государства все энергичнее стремятся в Арктику. Нюансы международной политики обсудили эксперты. Все дороги ведут в Крым. Какие меры необходимо соблюдать, чтобы не испортить себе отпуск? Только что завершился брифинг оперативного штаба Якутии по противодействию коронавирусу, где глава республики озвучил оперативные данные. Итак, за минувшие сутки в регионе выявлено 99 случаев. Это максимум за июнь месяц. В Якутске по-прежнему больше всего заболевших – 74 человека. Глава региона призвал соблюдать все ограничительные меры. За весь период распространения коронавируса в регионе зарегистрировано 3389 случаев. Более подробную информацию о распространении COVID-19 в Якутии смотрите в следующих выпусках.
Пожары продолжают бушевать в Якутии. В регионе действует особый противопожарный режим. Контроль за работой лесных ведомств в республике усилен. Сложная обстановка сохраняется на территории Среднеколымского района, где зарегистрировано 7 природных пожаров. Из них 5 крупных очагов. Всего же, по данным авиалесоохраны, на территории региона действует 20 природных пожаров. Площадь активного горения – 152 гектара. За сутки возникло 11 пожаров и 4 удалось потушить. Причиной возникновения новых очагов является последствия прохождения грозового фронта, засушливой и ветреной погоды. Группировка авиации МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления в количестве 90 человек личного состава и 9 единиц техники находятся в режиме повышенной готовности, чтобы не допустить угрозы населенным пунктам. Усть-Алданский район атаковала саранча. Обследовано 1850 гектаров в 6 наслегах. Превышение порога вредоносности отмечено в каждом из них. По данным филиала сельхозцентра в Барагонском наслеге зафиксирован максимум вредителей на 1 квадратный метр – 56 штук. В Якутии основной урон при высокой численности распространения наносят сибирская и белополосая кобылки. При незначительном повышении количества этих насекомых потери урожая превышают более 10%. И в период вспышек их размножения по отдельным очагам могут привести к 100% потери урожая сенокосных угодий. Регионы России получат 100 миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов. Правительство страны обсудило методику распределения этих средств. Анализ всех выпадающих доходов будет проведен по состоянию на 1 июля. Далее, до 15 июля, все регионы должны получить эту помощь. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Это уже второй транш, направляемый в регионы с недостаточным уровнем социально-экономического развития для реализации трехлетних программ развития, которые, по мнению Хуснуллина, будут запущены в ближайшее время. Горно-обогатительный комбинат «Инаглинский» в Якутии назван одним из главных инвестпроектов на Дальнем Востоке. По словам генерального директора Дальневосточного фонда развития Алексея Чукункова, компания продолжает развивать экономику всего ДВФО. В прошлом году проект строительства горно-обогатительного комплекса «Инаглинский» занял первое место в рейтинге проектов с наибольшим экономическим вкладом в развитие Дальнего Востока. Планируется, что угольный кластер обеспечит более 252 миллиардов рублей прироста валового регионального продукта и 13 миллиардов рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджет региона до 2028 года. Борьба за Арктику выходит на новый уровень. Дональд Трамп потребовал создать в США мощный ледокольный флот к 2029 году, а также построить 4 военные базы в арктических зонах. Это ответ на расширение влияния России в северном регионе. Так недавно был заложен еще один новейший атомный ледокол, который получил название «Якутия». Нюансы международной политики обсудили эксперты во время онлайн-дискуссий на платформе проектного офиса развития Арктики. К слову, в борьбу за влияние в этом регионе вступили и неарктические государства. Нас, конечно, это не может не беспокоить. Арктические претензии и амбиции неарктических государств. В 2018 году Великобритания заявила о принятии своей военной арктической стратегии. Доклад в 2018 году был представлен и Франции, в котором отмечается целесообразность присутствия вооруженных сил Франции в высоких широтах. Это тоже не может не беспокоить. Арктика – это приоритетное направление в государственной политике России, и, по мнению экспертов, необходимо грамотно проводить все идеи по развитию региона, которые уже утверждены. Также большое внимание нужно уделить экологическим вопросам, и при разработке новых месторождений и при эксплуатации уже существующих нужно сделать все, чтобы не повторить катастрофы, которая произошла недавно в Норильске. В селе Намцы Республики Саха-Якутия продолжается сезон ремонта дорог. Работы идут на трассе Якутск-Намцы. Также отремонтируют дорогу от границы Намского района и от поста ГАИ до молодежного квартала села Аппаны протяженностью 8 километров 550 метров.
За эти дни дорожники проложили около 1 километра асфальта. Работа завершится в октябре этого года. В порядок приведут и внутрипоселковую гравийную дорогу по улице Ильи Винокурова. Также в планах ремонт дороги местного значения по улице Нины Корякиной. Здесь положат асфальт протяженностью 590 метров. С 15 мая начали уже заниматься дорогой вот этой. Асфальт новый, старый сняли. Ложим 2 слоя, новый. Сейчас это нижний слой 8 сантиметров. И потом будем 2-й слой ложить. Когда уже можно будет без опаски выехать из Удачного до Ихала и Мирного? Совсем недавно этот вопрос остро стоял у жителей приполярного города. Дорожники не заставили долго ждать, моментально среагировали на жалобы. Выяснив причину повреждений, принялись за дело. Как обстоят дела сейчас, смотрите далее. 10, 20, 30, а то и 50 километров в час не предел. Дорожники сделали свое дело. Автодорога Удачный-Мирный приобрела новые очертания. Сейчас на когда-то проблемном участке примерно в 20 километрах от Удачного можно развить скорость до 80 километров в час. Совсем недавно в это можно было поверить с трудом, но это свершилось благодаря слаженным действиям дорожников. На участок дороги Удачного в сторону Мирного тяжелая техника заехала весной. Персонал работал в круглосуточном режиме. Допустить ошибок было нельзя, поэтому и состав дорожной одежды подбирался тщательно. Заменили грунт в дорожном полотне, произвели опять же уплотнение дорожного полотна. Более такой скальный грунт подобрали, чтобы дорога не колеилась. Также провели дорожную одежду, постелили ПГС со связующим, заменили тоже. 2 недели эксплуатации дорожного полотна показали, даже при обильных осадках дорога не деформируется, колея не образовывается. А значит, подарок автолюбителям дорожники сделали достойный. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Российские курорты готовятся к приему туристов после поэтапного снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Одним из самых популярных направлений у якутян остается Крымский полуостров. Отдыхающие смогут поселиться в отелях, пансионатах и санаториях, но только при соблюдении определенных правил и требований. Наш крымский СОБКОР Денис Тишин расскажет подробности. Самое популярное место отдыха в Ялте – это, конечно же, ее знаменитая набережная, которая была заложена еще в 1866 году. Здесь, рядом с морем, находятся самые лучшие магазины, рестораны, кафе, санатории и пансионаты. Город влюбляет в себя каждого, кто побывал в нем хотя бы раз в жизни. 15 июня в Крыму сняли жесткие ограничения на въезд и пребывание на полуострове. Для гостей из других регионов отменили 2-недельный карантин и обязательное тестирование на COVID-19. При этом в аэропорту, железнодорожном вокзале и на Крымском мосту туристов ждут термометрия и осмотр на первичные признаки заболевания. А пока объекты размещения усиленно готовятся к приему отдыхающих с 1 июля. Персонал весь работает в масках. В общественных местах, на ресепшене, в ресторане, везде у нас установлены рециркуляторы. На данный момент у нас работает открытая терраса ресторана. Уборка номеров проводится регулярно с использованием дезинфицирующих средств, которые разрешены Роспотребнадзором. При заезде в крымские гостиницы туристам не понадобится справка об отсутствии коронавируса, а вот постояльцам санаториев и пансионатов придется ее обзавестись, причем не менее чем за 3 суток до прибытия. Впрочем, желающие могут с легкостью поселиться в частном секторе без всяких справок и тестов, благо предложений хватает. Звоним по первому попавшемуся на глаза объявлению. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы сдаете квартиру? Да. Угу. Скажите, а свободно можно заселиться? Справка нужна какая-то, что я коронавирусом не болен? Вы откуда? Если по России, то вряд ли, наверное, уже приезжают. Сегодня уже много заехало людей. То есть можно заселиться, да? Да.
Севастополь тоже входит в обязательный список для посещения у россиян, однако туризм здесь больше экскурсионный, чем пляжный. Отели, пансионаты в городе-герой также не торопятся открываться, хотя готовность почти стопроцентная. Маски, дезрастворы и термометры ждут посетителей. По словам директора Ассоциации курортов Крыма Александра Трофимова, туристическая отрасль полуострова сильно пострадала из-за пандемии коронавируса, но шанс наверстать упущенное есть. У многих объектов закончились средства, максимально истощенные, уже многие из них взяли кредитные ресурсы. Кто-то по максимуму вернул предоплаты, у него тоже никаких денег не осталось, и пустая фактически сетка бронирования на текущий сезон. Вот. Но вместе с тем мы предполагаем, что пройдет еще, может быть, неделька или две, и будет достаточно ажиотажный спрос. Когда готовился этот сюжет, стало известно, что более 200 объектов размещения Крыма предоставили письменные обязательства о выполнении требований Роспотребнадзора, необходимых для приема отдыхающих. Денис Тишин, Севастополь, Ялта, Республика Крым. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.